Важные темы, актуальные вопросы и емкие исчерпывающие ответы. Такой формат общения Владимира Уйба с жителями Коми уже стал хорошей традицией. Одна из главных тем этой недели – предстоящее голосование по поправкам в Конституции. Руководитель региона называет основополагающие, по его мнению, предложения. Это суверенитет, поддержка семьи, социальное государство, защита природы и, конечно, повышение качества и доступности здравоохранения. Сама процедура голосования по поправкам будет безопасной и удобной для каждого. С 25 июня по 1 июля голосование именно для того, чтобы люди могли прийти каждый в свое время, не создавая большого количества на избирательных пунктах, с тем, чтобы себя не подвергать опасности. Мало того, все меры безопасности будут приняты и как для работников избирательных участков, так и для голосующих. Еще одна важная тема – газификация. Сегодня в республике природным газом обеспечены 52 населенных пункта в 10 муниципальных районах. В этом году завершено строительство объектов в микрорайоне Кочпан в Сыктывкаре и в местечке Давтри райцентра Выльгард. И до конца 2020-го газ также будет доведен до села Часово Сыктывдинского района. Сейчас ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов в Сыктывкарском микрорайоне Лесозавод. Планируется подведение голубого топлива и к жилым домам 3 микрорайонов Верхней Максаковки, 6 населенным пунктам Сыктывдинского района и к 7 в Сысольском районе. Подвести газ к домам недостаточно, надо, чтобы еще люди смогли подключиться. И для этого мы тоже разработали меры поддержки. Они заключаются в следующем. Материальную помощь на подключение газа людям, оказавшимся вне зависимости по каким причинам в тяжелом материальном положении, выделяем такую материальную помощь, и она составляет 30 тысяч рублей. Матпомощь при газификации жилья малоимущим гражданам еще больше, 50 тысяч рублей. Развиваться дальше будет и спортивная инфраструктура. Так, столица Коми получила на эти цели более 29 миллионов рублей, а Усинский и Сыктывдинский район – по 3 миллиона. На эти деньги будут построены комплексы по подготовке к сдаче норм ГТО, а также спортивные площадки. Остальные города и районы также не останутся без поддержки. Всем муниципалитетам республики предоставляется субсидии в рамках республиканской государственной программы развития физической культуры и спорта. А также в рамках народного бюджета будут реализованы 18 проектов в 14 муниципалитетах. И при этом в народном бюджете жители сами же выбирают. Каждый житель республики может задать свой вопрос руководителю региона в группе ВКонтакте. Такие сигналы на местах важны. Они помогают всегда держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие трудности. Ксения Лосева, телеканал Юрган, Сыктывкар.